Салам алейкум, хурматтуу тамашачылар. Инхер ботин сефера чына ашынхрен телевидение студияда ЛП стол Тишкинного. Конечно, ЛП стол передача талук я чи аялар потол, потом деб бояр потол, вахак малимар потол, их не важно было месело чевелики цигну. Малум чевел химджи путхут смакене, харса аялди вахкуза единый государственный экзамен здесь, велика моца зоблера козу. Хатан туарихи организации и проведения итогового сочинения в 2018-2019 году. Yani гилева кемни испытал, еге вахкум потол сифтедовоз дополнительные их сочинения тхузмо русчалан литературада. Хам важибу вир айолис, чугов заказвал, за кюфикердис конечно иштиракчи ардис конзво. Садлагаде русчалан малимрин литературады малимрин ассоциации председатель Милесат Бадрудиновна Меджидова, экспертар, чей предмет методической комиссии член артер русского литературы Альберта. Агастович школде малим Мехамедова Людмила Абдуслимовна, Мурдин школде малим Хаметова Светлана Абдулвахидовна, в Герихановской школде, Педлан Мурдин школде малим Хасанова Эмаля Халидовна. Казбирда салам алейк. Альберта Герметлу малимар и Кегуни Иса Пердова, а я лезем читать захтинде. А со вахтун зачем программа яр, келе тхужда брио, абрхауж забрио, келза айолы вирде вири келда де, во малимнич пиза мечу глазали. Заскне и сяк тхужва обязательно сочинение потаха, квификирован глаза, а там манометр лебучо. Хама хихти фикиролы тхонваде, а там суракар хик, яни мус тхуда волю не Иисус. Ну их тем масмисилар, будет. Уважаемые коллеги, дорогие выпускники, вот уже 5-й год мы сдаем итоговые сочинения. Итоговое сочинение было введено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации в 2014 году. Это была реализация послания президента Российской Федерации Федерального собрания. А инициатором проведения данного вида экзамена по литературе была Наталья Солженицына, руководитель фонда писателя Александра Солженицына. Целью введения данного вида работы было самостоятельное осмысление представленной темы, опираясь на аргументы из художественной литературы. И в то же время участники должны сами самостоятельно выбирать то или иное художественное произведение русской литературы или зарубежной литературы. Они могут быть как школьная программа, так и внешкольной. Назначение итогового сочинения заключалось в том, чтобы проверить речевые компетенции учащихся, развивать интерес к чтению и к предмету литературы, также повышать у них культурную и читательскую компетенцию. В этом году мы будем сдавать итоговое сочинение 5 декабря, то есть первую среду декабря. А те, которые не сдали и получили незачет, а также по уважительной причине не смогли прийти на итоговое сочинение, смогут сдать 6 февраля либо 8 мая 2019 года. Как мы все уже знаем, итогом итогового сочинения в школе является зачет или незачет. Значит, прежде всего мне хотелось бы обращаться в своей речи к выпускникам 11 классов. Уважаемые выпускники 11 классов Сулейман-Стальского района, я продемонстрирую сегодня вас о порядке проведения итогового сочинения 2018 года. Итоговое сочинение как условие допуска государственной итоговой аттестации проводится для обучающихся 11 классов. Но изложение вправе писать следующие категории лиц. Это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и также обучающиеся на дому. Итоговое сочинение, как здесь говорилось, проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и в первую рабочую среду мая. В 2018 году, 5 декабря, учащиеся будут писать итоговое сочинение. Ну, за 2 недели до начала экзамена обучающиеся 11 классов для участия в итоговом сочинении подают заявление и согласие на обработку персональных данных в свою школу. Итоговое сочинение проводится в школах, где обучаются участники. Руководитель образовательной организации издает приказ о проведении итогового сочинения,
Затем издается приказ о экспертной комиссии, которая непосредственно будет проверять работу учащихся. В эту экспертную комиссию не должны входить учителя, работающие в 11 классах. Итоговое сочинение начинается в 10:00 по местному времени. Если участник итогового сочинения опоздал, он допускается к написанию сочинения, но при этом время окончания для него не продлевается. Члены комиссии образовательной организации по проведению сочинений предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных полей бланков сочинения. Рекомендую не опаздывать на проведение итогового сочинения. Вход участников итогового сочинения начинается с 9:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, гелевую ручку с чернилами черного цвета. При необходимости можно с собой взять лекарства и питание. Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном учебном кабинете для хранения до окончания экзамена. Участники рассаживаются в произвольном порядке по одному человеку за рабочий стол. Во время проведения в кабинете должны присутствовать не менее 2 членов комиссии. Во время проведения сочинения участникам выдадут черновики, а также орфографические и толковые словари. Черновики не проверяются и записи не ведутся, не учитываются при проверке. Также участникам выдают бланки регистрации, бланки записи, листы бумаги для черновиков для итогового сочинения. Бланки для проведения итогового сочинения печатаются и доставляются органами местного самоуправления. Копирование бланков итогового сочинения при нехватке распечатанных бланков в местах проведения итогового сочинения запрещено, потому что все бланки имеют свой код работы. Код работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации. Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала проведения сочинения. Продолжительность выполнения итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, продолжительность выполнения итогового сочинения увеличивается на 1,5 часа. Во время проведения итогового сочинения участникам, конечно, запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства передачи информации. Также участникам запрещается пользоваться текстами литературного материала. Это может быть художественные произведения, мемуары, дневники, публицистика и другие литературные источники. В случае, если участник по состоянию здоровья или по другим объективным причинам не может завершить написание сочинения, он может покинуть учебный кабинет. Такие участники допускаются к повторной сдаче решением педагогического совета. Участники, досрочно завершившие работу, сдают бланки регистрации, бланки записи, черновики и покидают аудиторию, не дожидаясь окончания итогового сочинения. В случае, если участник сочинения нарушил установленные требования, он удаляется с итогового сочинения. После завершения экзамена технический работник копирует работы и отдает оригиналы ответственному организатору, а копии для проверки отдают экспертные комиссии. После проверки работ ответственный организатор вносит все данные на оригиналы и сдает работы органам местного самоуправления. Повторно к написанию итогового сочинения дополнительные сроки в текущем учебном году, это будет 1 среда февраля и 1 среда мая, допускается обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, а именно незачет по уважительным, обучающиеся не явившие по уважительным причинам, болезнь там и другие обстоятельства, и участники, не завершившие написание сочинения по уважительным причинам. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания сочинения обучающимся, при получении повторного незачета за сочинение предоставляется право подать заявление на проверку сданного ими сочинения комиссии другой образовательной организации.
Значит, итоговое сочинение действительно 4 года. И в конце мне хотелось бы пожелать выпускникам успешной сдачи итогового сочинения. Удачи всем вам! К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособорнадзором, допускаются итоговые сочинения, соответствующие установленным требованиям. Требования к сочинению таковы. Требование первое – это объем итогового сочинения или изложения. Рекомендуемое количество от 350 слов. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. В определении объема своего сочинения исходит сам выпускник, то есть он исходит из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут. Далее, если в сочинении менее 250 слов, в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные, то выставляется незачет. За невыполнение требования номер 1 и незачет за работу в целом. Такое сочинение не будет проверяться по критериям, потому что слов менее 250. Следующее требование – это самостоятельность написания итогового сочинения. Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Если данная работа списана из какого-либо источника, включая интернет, то за такую работу ставится незачет. Если будут одинаковые работы у выпускников, то здесь тоже ставится незачет. Значит, один из них списал у другого данную работу. Значит, обе работы ставится незачет. Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник, указывается источник, и объем цитирования не должен превышать текста объема сочинения выпускника. Если сочинение признано не самостоятельным, если оно списанное, то выставляется незачет, и в общем сочинение не проверяется, по критериям тоже не оценивается. Если данный порог прошли все сочинения, итоговое сочинение, то есть требования дали положительный результат, то дальше сочинение оценивается по следующим критериям. Их всего 5. Критерии номер 1 и 2 являются основными для получения зачета. Первый критерий – соответствие теме называется. Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения, и участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия. И выпускник получает зачет в каком случае? Он получает зачет в том случае, если его сочинение соответствует теме. Это один из обязательных критериев. Если же проверяющий видит, что сочинение не соответствует теме или в нем не прослеживается конкретная цель высказывания, то в данном случае ставится незачет. Следующий критерий – аргументация привлечения литературного материала. Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал. Сюда входят художественные произведения отечественной или мировой литературы, дневники, мемуары, публицистика, произведения устного народного творчества, кроме малых жанров, пословицы, поговорки, загадки. И участник должен строить рассуждения, привлекая для аргументации не менее одного произведения, и причем он должен показать достойный уровень осмысления художественного текста от элементов смыслового анализа и до комплексного анализа в произведении. Незачет ставится при том условии, что сочинение написано без привлечения литературного материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе. В остальных случаях ставится зачет. И вот если выпускник получает зачеты по этим двум критериям, они обязательны для получения зачета, после уже эксперт, проверяющий, смотрит, если соответствует ли сочинение другим критериям. Здесь можно получить всего лишь по одному критерию зачет, и итоговое сочинение уже проходит. И какие же следующие критерии? Это композиция и логика рассуждения. Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. Располагает ли выпускник структурой написания сочинения рассуждения. Это вступление, это основная часть и заключение. Иными словами, это тезис, доказательство, вывод. И вот если
не нарушено, нет логических нарушений в сочинении, выдерживается соотношение между тезисом и доказательством, в этом случае выпускник получает зачет. Следующий критерий – это качество письменной речи. Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста. Выпускник должен владеть богатой лексикой, разнообразной лексикой и различными грамматическими конструкциями. При необходимости уместно употреблять термины, но нужно избегать речевых штампов. Незачет ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, которые существенно затрудняют понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях ставится зачет. И последний критерий – грамотность. Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. Незачет ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста. В сумме более 5 ошибок на 100 слов. И несколько слов о тематических направлениях этого года. Они нам известны уже с начала сентября этого года, вывешены на сайте ФИПИ, и их можно найти на любом образовательном сайте. Первое направление – это направление «Отцы и дети». Данное направление обращено к вечной проблеме человечества, связано с взаимоотношениями между поколениями отцов и детей, о том, как примирить эти поколения, как показать гармоничность отношений между этими поколениями или, наоборот, показать не совсем гармоничные отношения. Второе направление – это мечта и реальность. В этом направлении детям будут предложены темы, которые дадут возможность им порассуждать о понятиях, что такое мечта и что такое реальность. Например, как реальность порождает мечту, как мечта вдохновляет на подвиги, или как, наоборот, она может оторвать человека от действительности, мешает жить человеку. Третье направление – это месть и великодушие. Здесь предлагается детям порассуждать о таких двух противоположных проявлениях человеческой натуры, как зло и добро, жестокость и милосердие, агрессия и миролюбие. Например, кого можно назвать великодушным, что толкает человека на месть, может ли месть сделать человека счастливым. Четвертое направление – это искусство и ремесло. По моему мнению, это наиболее трудное для наших детей направление, потому что здесь они должны будут порассуждать о предназначении произведений искусства. Что можно назвать настоящим, истинным искусством, чем отличаются между собой ремесло и искусство, где кончается ремесло и начинается искусство, кого можно назвать настоящим художником, как талант может погибнуть в человеке и тому подобные темы. И пятое, наконец, направление – это доброта и жестокость. Как видим, опять два противоположных понятия. Доброта – это стремление, желание сделать благо, помочь, принести радость. И наоборот, жестокость – это когда у человека есть желание причинить боль, страдания. Это губительное, разрушительное отношение к людям, к животным и, может быть, даже к самому себе. Вот в рамках этих 5 направлений будут составлены темы. Именно для нашего региона, для Дагестана будут свои темы, о которых мы узнаем с вами в день сочинения, в день экзамена, за 15 минут до начала. Организаторы должны будут распечатать все 5 тем, и они будут у каждого ребенка, или же вывесить их на интерактивной доске, чтобы для общего доступа, чтобы каждый ребенок мог свободно прочитать и ознакомиться с темами. Дальше ребенку будет дана возможность внимательно их прочитать, изучить и осознанно выбрать именно одну ту тему, над которой он будет работать и которую он будет писать свое сочинение. Как писать сочинение, наши дети знают. Части сочинения: вступление, основная часть и заключение.
Все эти части, как уже было сказано, должны быть между собой логично связаны. Должен быть богатый словарный запас у детей. Речевых ошибок должно быть как можно меньше. Ну и, соответственно, и грамматических, пунктуационных, синтаксических тоже. Что стало, ребята, князь урушчалол, урушчалол литературы малимари, урушчалол говортуна кайдари халас, тема яргиклио, яни күй предмети река махсуста казархан. Задли кне хакма чичалол говорда кадализги чалол дулхан база. И итоговое сочинение хоть год ласа теперь, мы точно вчера не кайда хочу-то. Allah tasar hikana, hiçbir galat ara kazo yavri. Habron hazır vol okun patal fine велика мозги колах хузане. Садо телевидение дарухун, садо har samalim девчин класса выпускник лихос и колах хун. Абракалхан мозак буй. Elbette çına колах хузу школда ayalrих калас. Тема сентябрь вот ракатсвадя, тема ракатач направление раката к итоговому сочинению. А направление аялрично гузво. Ха направление геректир литературан гузучна аялрис, ха литература ха прикелзво ва заранее газуржезво хабор ха направление ра сочинений тех. Их те газур влерчна козво. Значит, недели день велик сочинений, да, чна хен коза аялди заявление на участие в согласии, на участие в итоговом сочинении. Кюзахкал заразиху. Экзамен, имтихан, молись гидолди, и мехти низкие-то не читинж заблах. Мы сабданика татарский стуша, адам итоговый ахтармишь их чирблер. Хакай вахтут княялар, ха психологически рекан газурзон. Конечно, Опытова малимти, конечно, газурнук ода аялар заранее. Учизлгата аялрис имции колахия хар 11 классова аялрис имции колахия арадол казва. Хабар газур вола кунук ода учизлгата абр заранее психологически, во-первых, подготовить надо этих детей. И бур чи визифа и непосредственно чи колахти визифа малимди. Чачи завол итог сочинения катин колахтушам, вот сам великан вадя. Акимячу газур жзвучи яла чеглята гилди. Иса иритла класса аял галята яла чна абр сочинение киса зва итог сочинение кадавол. Хай колахти чиколах ниматни кусанарзло в цусала класса катал аял уже и психологически в литературе амсаки газур яскызло. А читиндис ну читиндис гаурда каза аял-дизни хай кмек кузво микел рикиза кайда коз малим дивичи аял рахаса цуна кизво сефтема якарачна сочинение аял сукана аял дихла зани аял рисмол кисать. Учится малима курла киза сочинение, малим киза кайда курла, а я здесь ашки резу. Хада совет касу. Хада закозмухи, хапалах вичиман жезвади. Хада со предложение садового со предложением кидового, хайте со общее сочинение кена, ха сочинение как образецкий амуна, час шаблон не жезва, но шаблон аллах он кой за тушехана. Но сефте якара авуртан жеда, ах по уже хада вичи, и кани радол казу. Хачи школ день хама школ архизчнони. Вахт велик моз аялар газур звадя. Чинони образец архиз севте да гузво. Ангел обрус цик алахтуш, потому что велик сарани обрус чпи аял риван вуаказ вабрхи кизвадят. Они, может, и спрашивают у предыдущих выпускников обрус чпи вахарст хаярн же за вахтару хасапаляказа. Предлагадично худзво список литературы обрус герех каза. Вот направление гайдлагерунис, оказывается в интернете и список литературы. И аяларче, значит, гаурдахатство, абур знакомиться с этой литературой. Библиотека Чехсон Аллах садя, абур физу библиотека дисхана качузу директор литературы и литературы калхизво, и литература бинодало за литературу день чпи сочинение кидалан чпи и кетерми фиат хачуз. Что Амаля Халидовна, за скунялган глаза, и ну харбишний класс школы казур ахтитаровна. И не худ вот вас афериас, а он галата, не зачет бишаровозный, ах прохожу это. Жезвадя, не зачет хаиборни, но очень редко. Единственная психологическая помощь, ну, книхабар, какая нужна детям,
Ялар вердищик сочинения. Обрекхизвать в течение 5 лет в основной школе они пишут эти сочинения. Да, сочинение рассуждения, единственное, вот читенжис и бланка рацуриз, они переживают ошибка жеда, чурук халат жеда. Вот в оформлении у нас бывали проблемы, как неправильно оформленные документы амжиза. Дахат, а яларевич, они уже готовы, приходят на экзамен, они знают, что им делать, обречизва учидата, отсюда кизвадя. Ну, харика вахта могу говорить, да, точно. Газурни дюскин потаха проблем. Работают в школах, колахса заучи, колахса бризхалуза, примерный бланк архизу, классис ацуристазо, шрифт этот как писать, заполнять, обрезвери заучи, организаторы школы, два бричирзу. А писать сочинение осталось всего лишь вазе мади. Тут мало мы можем им помочь, они уже готовы должны они быть. Уже готовы. Да. Вот, мне зачет от уни минфят ихти терчи школы, например, ихти колаха, и сяд антиплагиат уда колаха катнова, им аклага гафе компьютер дигафар шумутков на ишлемишнувата ви сочинений да. И сяда допускать изо канивот каницут процент гафар, цитирование, чарадагафар, ихтияр алло ишлемишта, хадлаг зав ишлемишна конкрет, возможно, отсюда не зачет. Хахти Аллахра и Сара Часхана пробелар. Гилчу цени Иисус, Аллахта пробелар акуду и дюзвелёлди вери аялари зачет качудаву. Абри наизусть чернопезань и используй то, что выучили, а то на кхизу. А так нельзя, нужно своим. Любой качур цитата в учхуй, гагабур ссылка ункода на источник. Да, И источник да на качунвата ганва цитата. Санлачу гавда урвал зачет аяларны кысына гавда уна малимар бери деп баяр. И чина квестолдук тхама mesela лах важиблу де един государственный экзамен дал педалдим халиса. Генеральные репетиции, мы точно? Да. Умудлы ки районде айолре вери сара хинже сара зеленый зонда узо. Yani kısa rekabı, ma düz rekabı. Kısa изучаю. Kısa kiz düz rekabı, ma zelen zona hakaya vaxtında цени süzni, pedmay sara ne çep ancak kısa pataka kalır da pezne kolakta galgınlar koy. Sağ ol koy, çok sağ ol.